На сувязі Александр Коваленко, военно-палітычны аглядальнік групы «Інфармацыйны супраціў». Спадар Александр, добрый вечар. Доброго вечора. Як кажа Владимир Зеленскі, вось гэтыя дальнабойныя санкцыі, ці яны сапраўды могуць прымусіць Владимира Путина пайсці на саступкі, скончыць гэтую вайну, як лічыце? В принципе, да. В настоящее время мы фиксируем то, что оказывается довольно серьезное давление по нефтеперерабатывающей отрасли Российской Федерации, по нефтехранению, по экспорту, опять-таки, нефтепродукции. На сегодняшний день можно говорить о том, что в европейской части Российской Федерации утрачено примерно 50% функциональности нефтеперерабатывающих заводов. Плюс, помимо всего прочего, продолжаются удары по нефтехранилищам, нефтебазам, и расширяется вообще, я даже сказал бы так, региональный реал этих ударов, которые становятся все более и более глубокими, в более глубокий тыл Российской Федерации. То есть, если раньше мы говорили об ударах где-то примерно на дистанции от 500 километров до 1000 километров, то сейчас и даже 2000 километров не является какой-то запредельной целью. Поэтому удары будут все глубже по территории Российской Федерации распространяться, и страдать от этого будет, конечно же, целая отрасль. В первую очередь на это себя уже ощущают граждане Российской Федерации. Безусловно, это не повышает доверие власти российской. Поэтому в определенном смысле это, конечно же, может повлиять на позицию Путина и, по крайней мере, подтолкнуть его к началу хотя бы здравого дипломатического вектора, переговорного вектора, а не то, что мы видели на протяжении последних лет, особенно в 2025 году, когда, не имея каких-то серьезных позиций и успехов на фронте, с Украиной Кремль разговаривал языком ультиматумов и фактически требовал от Киева капитуляции. Ну, сапраўды, і бачым, што гэты паліўны крызіс назіраецца не толькі ў Крыму, але і ў сталіцы, ў Маскве ўжо ёсць такія паведамленні. Тым не менш, вось, калі вярнуцца менавіта да гэтай тэмы Крыму, Роберт Броўдзі заявіў, што мэта ўкраіны гэта адрэзаць паўвыспу ад Расіі. Наколькі, на ваш погляд, сапраўды Украіна блізкая да гэтага моманту? На сегодняшний день Крым уже практически в полуизоляции находится. Перерезано его сообщение с материковой частью Украины, с материковым югом, с Херсонской и Запорожской областями по мостам в районе Чонгара и в районе Армянска. Хотя первоочередной целью, конечно же, не является сама по себе изоляция Крыма. Это элемент комплексного воздействия на российскую логистику на временно оккупированных территориях юга Украины, как материкового, так и островной части. В первую очередь удары наносились и устанавливался контроль, дистанционный контроль над трассой М14. Это трасса от Мариуполя до Берлянска, сухопутный коридор в Крым, но помимо всего прочего, это еще и трасса, которая снабжает Запорожскую область, временно оккупированную часть, и Херсонскую левобережную. А от нее уже идет разветвление других трасс Н-30, Н-08, М-17 и прочее. То есть, по факту, перерезана была сухопутная логистика, но оставался Крым как логистический узел с возможностью через Керченский мост, а также Азовское и Черное море осуществлять поставки товаров, и уже через Крым эти бы товары, материально-техническое обеспечение, в первую очередь военного назначения, шло бы в Херсонскую область и в Запорожскую. Но перерезав Армянский, перерезав Чонгар, эти мосты, нанеся по ним удар, сейчас эта коммуникация нарушена. Помимо всего прочего, Украина уже установила частичный контроль над Азовским морем, воздушно-дистанционный. Наносятся удары в районе Мариупольского порта, Бердянского порта, а также наши дроны летают над Азовским морем и наносят удары по российским судам, которые нарушают нахождение, незаконное нахождение во временно оккупированных водах. То есть можно сказать, что через какое-то время будет блокировано Азовское море, Черное море и так заблокировано морскими дронами украинскими. Остается только Керченский мост. И тут единственное, что только вопрос, дроны украинские начнут над Керченским мостом летать до конца июня или же все-таки начиная с июля месяца.
Спадар Александр, вось калі вяртацца да планаў Расіі па эскалацыі на межах з краінамі НАТО, то вось акурат у нашым сюжэце мы паказалі новы фрагмент з расследавання журналістаў сумеснае. Вялікая групоўка расійскіх войскаў назіраецца на межах. Улічваючы гэтыя праблемы ва ўкраіне у расійскай федэрацыі, ці будуць яшчэ гэтыя планы ў нейкай ступені зрэалізаваныя? Вы раней казалі у інтэрв'ю Белсату і ў размове са мной асабіста, што найбольш верагодным можа быць Эстонія, то бок гэта першая краіна, якую можа Расія у прынцыпе вельмі хутка акупаваць. Ці гаворка можа весціся пра Фінляндыю ці Нарвегію, як вось сцвярджаюць журналісты? Финляндия очень сложна по своим рельефно-ландшафтным особенностям для проведения такой операции. Если режим Путина решится на конфронтацию с Европой, либо с одной из европейских стран, членов НАТО фактически, то ему необходима будет быстрая, сокрушительная победа, которая бы шокировала европейское сообщество. Быстрой победы в такой большой стране и с таким сложным рельефом и природными условиями, как Финляндия, не получится. Он может, конечно же, провести, например, высадку на остров Готланд, как вариант, поскольку для россиян этот остров, он также представляет собой определенную искаженно-сакральную какую-то ценность, особенно для российских конспирологов. Но удержание острова попросту нереально в нынешних условиях обеспечения логистики по морю и возможностей, которые есть у России. Поэтому это исключительно будет сухопутная операция против некой небольшой страны, быстрый захват которой позволил бы России одновременно показать для внутреннего потребителя информации, то есть для граждан Российской Федерации, что Россия действительно ведет войну со странами НАТО, и причем она тут преуспевает, и параллельно создать шоковый эффект и для европейского сообщества, демонстрируя то, что они на это решились и на это пошли. Поэтому, увы, но под категорию таких стран попадают именно наименьшие и ближе всего расположенные к Российской Федерации. Эстония, Литва, Латвия, опять-таки, если использовать территорию Беларуси для такого вторжения. Я даже скажу, для Польши меньше рисков, нежели именно для стран Балтии.